Женька, телеканал «Эфир». 28-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева откроется премьерой балета Минкуса «Дон Кихот» в хореографии Пятипа Игорского в новой редакции художественного руководителя труппы Владимира Яковлева. Не успели остыть страсти после премьеры масштабной мессы «Си минор» Баха на сцене Большого театра России, как вновь идет работа над классическим балетом. Кстати, от предыдущей редакции обновленный «Дон Кихот» будет отличаться и цветовой гаммой, и сменой декораций в формате 3D. Новая технология будет диктовать настроение всего спектакля. Подробнее в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Новый сценический формат «Дон Кихота» уже сделан. Теперь детали шлифуют педагоги и работники художественно-постановочной части. Все те, кто создавал новую версию. Виктор и Даниил Герасименко, художники спектакля, в том числе по компьютерной графике. Виктория Хархалуп, создавшая эскизы костюмов в тонах чуть приглушенных, в отличие от залитой солнцем и светом знакомой казанцам постановки. Однако у каждого проекта своя задача и идея. История, закрученная вокруг героя Сервантеса, главного мечтателя всех времен, верящего в благородство и рыцарские идеалы, обрастет и новыми ходами. По словам художественного руководителя балета, откроются интересные мизансцены, откроются купюры и те сцены, которые были забыты. Так и линия Дон Кихота углубится драматургически, появится Дульсинея, сам образ рыцаря, борющегося с ветряными мельницами, станет чуть ли не главным драматургическим образом. Не могли не вспомнить и о Майе Плесецкой. Художественный руководитель балета Владимир Яковлев рассказал одну байку от экс-солиста Большого театра России Михаила Цивина, который, в свою очередь, обрисовал и миссию легенды балета в мировом искусстве. Поступил в училище, Майя Михайловна танцевала уже. Я закончил училище, Майя Михайловна танцевала. Я поступил в Большой театр, Майя Михайловна танцует. Я ушел на пенсию, Майя Михайловна все еще продолжает танцевать. Он такой долгожитель это в искусстве. Костюмы персонажа решены под цвет декораций, работают в авральном режиме, так как приходилось переключаться параллельно на работу над мессой «Си минор», которую поставил в театре имени Джалиля Владимир Васильев. 260 костюмов. 260 костюмов. Костюмы очень трудоемкие, очень-очень много отделки всевозможные. Одна окантовка, что стоит, мелочевки очень много. Вот даже вот эти вот пачки. Видите, как эти листочки, все это надо вырезать, все это надо прикрепить, закрепить. Параллельно с «Дон Кихотом» проходит и корректировка фестивальной афиши и программы гала-концерта, где вновь будет показан мини-балет «Сон» Марии и Марселя Нуриевых, Вальпургиевы «Ночи с Фауста», номера современной хореографии и встречи с давними друзьями фестиваля, к коим относится и киевский премьер Денис Матвиенко, ныне работающий в Мариинском театре. Сейчас интересно работать, поскольку большое количество материалов и большое количество всевозможных тканей. И весь ткани легкие в обработке, а некоторые наоборот. В «Дон Кихоте» не будет ничего случайного, считает Яковлев, а персонажи станут более логичными. В конце концов, бывает и так, что удачно исполненная роль второго плана может затмить и усилия ведущих танцовщиков. Прорисовать образ Дон Кихота, его, так сказать, мечту, это Дульсинея, что двигало Дон Кихотом для совершения всяких подвигов. Вот эту линию нужно было провести драматургически и режиссерски вывести. Дмитрий Пивоваров, Роман Фенин, Максим Зуйков, телеканал «Эфир». Далее